желаю вам сегодня плодотворной работы и успехов на уроке. Для того, чтобы начать урок, я расставила карты, вы обратили внимание. Давайте разделимся на группы. Предлагаю вам взять определенный цвет карточки, пожалуйста. Каждый подойдет и возьмет определенный цвет карточки. Соберитесь по определенному цвету. Зеленый за первую группу, красный за вторую, оранжевый за синий. И у нас какой еще? Синий, да? За четвертую. Пожалуйста. В одну группу оранжевый, да? Так, если давайте. Красный вот. Зеленая первая группа и синий вот вторая группа. Итак, я предлагаю вам собрать эти карточки. И у вас на карточке будет вопрос. Пожалуйста, соберите карточки все. Собираем карточки. Итак, на карточках у вас есть вопрос по предыдущим темам. Итак, давайте начнем с группы, где сидят учащиеся с оранжевой картой. Пожалуйста, озвучьте свой вопрос и о чем идет речь. Пожалуйста. В первой четверти угроза для казахов нависла со стороны. Со стороны Джунгара. Хорошо, со стороны Джунгара, отлично. Так, пожалуйста, ваша группа. Прочитайте свой вопрос, если можно громче. В 1726 году на съезде казахов всех трех жузов, Султан, Би и Батыр, единодушно выбрали Бугайковым главнокомандующим войском казахского ханства Абухайр. Хорошо, отлично. Идет речь о хане Абухайре. Пожалуйста, ваша группа. Программе объединения казахских ополчений при битвах на реке Бот в 1727 году и знаменитая Анавакайская битва в 1729 году. Кто же возглавит? Хан Абухайр. Хорошо. И ваша группа, пожалуйста. Великий полководец, политик и дипломат относится к числу самых выдающихся личностей за всю историю казахской государственности. Воинские победы, бесстрашие и мужество правителя младшего Жуза снискали ему глубокое уважение не только в казахской степи, но и у монархов соседних государств. Тоже. Идет речь о хане Абухайре. Обратите внимание на небольшое видео о хане Абухайре. И ваша задача сейчас, вы должны определить, о чем же сегодня будет идти речь. Тему сегодняшнего урока давайте определим. Абухайр хан правил младшим Жузом с 1718 по 1748 год. В боях он отличался храбростью, маневренностью в ведении боя и на трон взошел не по наследству, а был избран за свои заслуги. Он 15-й потомок Чингисхана. В нем сочетаются храбрость и амбициозность, острый ум и тщеславие, любовь к охоте и прямота. Это исторически важная личность. В войне с джунгарами он показал себя отчаянным воином. Особо отличился Абухайр хан в защите городов Сайрам, Туркестан и Ташкент. В неравном бою, когда джунгары окружили эти города, мать и жена Абухайр хана попали в плен, поэтому ему пришлось отступить. 1927-1929 годы джунгарам на Наракайской долине был нанесен сокрушительный удар. Теперь эти земли носят название Калмак-Каруган. В этой битве Абухайр хан возглавил войска всех трех жузов. У него была огромная сила. Когда, наконец, казахскому народу удалось победить джунгаров, умер Болат-хан. Поэтому встанет вопрос о назначении нового хана. На престол взошел молодой Абельмамбет хан, сын Болат-хана. Абухайр хан уверенно
ожидавший, что теперь именно он посядет на трон и станет ханом не только младшего Жуза, а всех казахов, после несбывшихся ожиданий, разозленный, уехал в свои владения. Российская империя, видя разногласия, вспыхнувшие внутри народа, поспешила воспользоваться моментом и завладеть Средней Азией. Таким образом, они натравили против казахов младшего Жуза своих подданных – приволжских калмыков, башкиров и уральских казаков. Единство казахской армии дало трещину. Каждый Жуз боролся с врагом поодиночке. В это время туго пришлось казахам младшего Жуза. Их со всех сторон донимали враги. Все это привело к тому, что Абулхаир-хану пришлось обратиться с предложением объединения младшего Жуза к Российской империи. Итак, ребята, о чем же мы сегодня будем говорить? О процессе, подданства младшего Жуза к Российской империи. о начале присоединения казахского ханства к России. А именно началось оно с младшего Жуза. Откройте, пожалуйста, тетради и запишите сегодняшнюю тему «Начало присоединения казахского ханства к России». Начало присоединения казахского ханства к России. И, ребята, давайте определим цели сегодняшнего урока. Конечно же, когда вы пришли на урок, каждый из вас хочет узнать, да? О чем же мы будем сегодня говорить на уроке? Мы определили тему. Итак, что бы вы хотели узнать по сегодняшней теме? У вас на партах стикеры. Пожалуйста, в каждой группе определите, что вы бы хотели узнать. Буквально 2-3 ученика я бы хотела, чтобы вы озвучили, о чем вы бы хотели узнать сегодня на уроке. Пожалуйста, 30 секунд вам времени подумать и написать на этих стикерах, о чем вы бы хотели узнать сегодня на уроке касательно сегодняшней темы. Начало присоединения казахского ханства к России. Также, пожалуйста, прокомментируй, о чем вы бы хотели узнать сегодня на уроке? Мы бы хотели узнать, кто участвовал в присоединении казахского ханства к России. Конкретные лица, да? Да. Хорошо. Прикрепите себе в тетрадку эту задачу. Пожалуйста, следующий, еще Алина, пожалуйста, что бы вы хотели сегодня узнать на уроке? Мы бы хотели узнать, почему пришло, Что побудило, да? что побудило принять младший Жуз подданство России. Хорошо, отлично. Прикрепите себе в тетрадку. Прикрепите свою тетрадку, которую мы вернемся в конце урока к нему. Так, Саша, пожалуйста, ваша. Я бы хотела узнать причины, а также последствия присоединения казахского ханства. Хорошо, причины и последствия присоединения. Хорошо, отлично. И давайте Айша зачитает свою. Я бы тоже хотела узнать причину присоединения младшего Жуза К России. Хорошо, отлично. И, конечно же, каждый из вас определит для себя задачу сегодняшнего урока. Итак, сегодня, ребята, на уроке мы узнаем о причинах присоединения младшего Жуза к России, последствия и как происходил процесс присоединения младшего Жуза к России. Конечно же, мы поставили цели, определили тему урока сегодняшнего, и мы будем работать сегодня, используя стратегию РАФ. Конечно, эта стратегия вам известна. Это роль, вторая аудитория, третий формат и тема. Но для того, чтобы заполнить эту таблицу, естественно, нам нужно изучить тему, на которой я даю ровно вам 7 минут. Пожалуйста, открываем 5-6 параграф учебника. Перед вами дополнительные ресурсы. Пожалуйста, в течение 7 минут каждый индивидуально внимательно изучить текст учебника и дополнительного материала. Время идет.
Время прошло. Итак, давайте, ребята, согласно нашей таблице, определим, какие же лица участвовали в данном историческом событии. Итак, давайте определим лица. Кто участвовал в процессе присоединения младшего Жуза к России? Хан Абулхаир. Итак, если речь идет о процессе присоединения к Российской империи, кто тогда управлял Россией в этот период? Анна Иоанновна. Отлично. Анна Иоанновна. Хорошо. Это у нас вторая роль. Так, третья роль. Еще. Тевкелев. Хорошо. Участвовал в процессе присоединения казахского ханства, в начале присоединения казахского ханства к России. И четвертую группу, то есть четвертая роль, это роль историков, так как у нас идет урок истории. Конечно же, историки обязательно у нас должны быть. Итак, четвертая роль, это у нас роль историка. Итак, ребята, сейчас я вам даю ровно 1 минуту буквально в группе, посовещайтесь и давайте определимся. Третье у нас, это синие карточки у нас получили, пожалуйста, ваша группа, это роль Тевкелева, ваша роль. Первый, Хан Абулхаир, это красные карточки, это ваша роль. Историки, ваша роль. И четвертое, Анна Иоанновна. Итак, послушайте задачу. Все послушайте задачу. Вы должны определиться с темой, то есть согласно своей роли, о чем вы сегодня нам расскажете. То есть вы должны конкретно остановиться о причинах принятия младшего Жуза подданства России. Вторая группа, Анна Иоанновна. Почему она подписала эту грамоту? Да? Пожалуйста, ваша тематика. Тевкелев, ваша версия, как происходил сам процесс? Как происходил сам процесс принятия подданства России? И четвертая группа, историки, определите последствия присоединения части, младшей части среднего Жуза к России. Для этого вы определяете аудиторию, то есть кому будет адресовано ваше сообщение. И определяется формат, в каком формате вы будете выступать, то есть подготовите свое сообщение. Всем понятно, да, я надеюсь? Пожалуйста, 1,5 минуты вам определиться и на листах быстренько написать. Давайте начнем. 1,5 минуты вам. В группе давайте определимся. В каком формате?
свою информацию. Посовещайтесь, конечно, в группе. Я вам даю 1 минуту, полторы минуты. Кому будет адресовано ваше сообщение? И главная тематика. Буквально ключевые слова напишите, а потом у доске устно скажете. Ключевые слова в группе. Давайте в группе. Быстренько. Так. Нужна помощь? Готовы уже? Молодцы. Все 4, да? Отлично. Умнички. Ваша. Нужна помощь? Быстрее. Напишите на листке быстрее. Так. Ваша группа. Давайте. Так, время. Все, определились? Мы сейчас для начала заполним лишь таблицу, а затем я вам дам время, чтобы подготовить сообщение, то есть ваше выступление. Договорились? Так, пожалуйста, группа Хана Абулхаира. Готовит у нас группа с красными карточками. Пожалуйста, к доске. Итак, давайте определим, в каком формате вы готовите свою информацию. Будете готовить свою информацию. Формат какой у вас будет? Письмо. То есть вы подготовите письмо. Отлично. В формате письмо. Кому будет адресовано ваше письмо? Анне Иоанновне. Отлично. Умничка. Так. И какова главная тематика? Что вы хотите раскрыть в своем выступлении? Причины присоединения казахского ханства к России. К России. Отлично. Причины присоединения казахского ханства к России. Хорошо, спасибо большое. Вторая группа, пожалуйста, Анна Иоанновна. Идемте. Так, ваши, пожалуйста. В каком формате вы будете выступать? Сценка, отлично. Вторая группа у нас подготовит сценку. Кому будет адресована ваша сценка? Абулхаир хан. Хорошо, отлично. Что вы хотите, какую тему? Ваша главная тематика? Так, хорошо, отлично. Почему Россия приняла, да, младший ЖУЗ, свое подданство и часть среднего? Хорошо, отлично. Третья группа Тевкелев, пожалуйста. Пожалуйста, ваша. Так, пожалуйста. Идемте быстрее. Давайте определимся. Так, ваши. Так, в каком формате вы будете выступать? Обращение. Хорошо, отлично. Обращение. Так, кому адресовано будет ваше выступление? Младшему ЖУЗу. Отлично. Сейчас мы посмотрим, как это происходит. И ваша тематика? Посольство. Хорошо. То есть, как происходил, да, этот процесс? Посольство Тевкелева. Так, пожалуйста. И четвертая группа у нас историки. Пожалуйста. Вы о чем у нас подготовите сегодня на уроке? О чем будете говорить? Наш формат будет постер. Постер. Отлично. Аудитория всему классу. Всему классу будет обращено. Так, и последствия. Хорошо. Тематика у вас последствия присоединения младшего ЖУЗа к России. Итак, ребята, я вам даю буквально 5-6 минут подготовить согласно своей графы, которую вы заполнили, подготовить нам то, что вы хотели нам предоставить. Пожалуйста, 5-6 минут. Да, ты будешь Тевкелевым, да, Тевкелевым. Ведь именно он же мне говорит. Давайте я буду спокойна. И можно еще взять роль Султана, который был против присоединения младшего ЖУЗа к России. Да, Тевкелеву надо какие способы Единой Руси? Сегодня нужно добавить
казахские речи в крещении. А я буду говорить своими словами. Как у вас получилось? Димара будет играть роль Как у вас получается? Да. Вы уже поняли.